Кира. И сегодняшнее мероприятие является продолжением большой работы, которая уже ведется с 2019 года. Называется «Новая модель села». Надеюсь, что многие из вас уже об этом слышали, об этой стратегической инициативе. Сегодняшняя тема нашей встречи называется «Благоприятные условия для жизни и работы на селе». Здесь мы посмотрим пример села Магарас, горного района. Мы пригласили людей, которые, скажем так, профессионально занимаются вопросами. Так, просьба микрофоны выключить. Вопросами создания нормальных условий, скажем так, для жизни в сельской местности. И, конечно, это вопрос очень актуальный для всех, кто занимается вопросами развития сельских территорий, как для самих сельчан, так и для тех, кто занимается вопросами комфортной среды, подготовкой кадров, сельским хозяйством, образованием, культурой, и другими вопросами. Сразу хочется сказать о том, что вот это мероприятие, мы сегодня проводим, но в следующий раз мы затронем другие вопросы и тоже пригласим представителей тех организаций, которые непосредственно связаны с темой такой встречи, такого мероприятия. Цель этого мероприятия – это, здесь много целей, да, конечно, но вот надо сделать так, чтобы те, кто хотят развивать, развивают и хотят развивать, и те, кто ищет идеи, практики, механизмы, возможности для развития сел, они могли получить информацию. И мы делимся своими наработками, мы рассказываем то, что мы делаем там в рамках новой модели села в пилотных селах, также что там происходит благодаря другим организациям, и какие есть успехи. Поэтому цель такая, чтобы быть друг другу полезными, и те, кому интересно будет в дальнейшем участвовать в реализации тех или иных проектов, как у себя на территории, так и на территории действующих пилотных сел, в рамках новой модели села, вы можете подключиться. Информацию мы об этом мероприятии распространили через WhatsApp, через соцсети, и мы видим, что здесь участвуют представители разных районов республики, также с Чукотского автономного округа. Да, приветствуем наших соседей, рада вас видеть. Ага. Со мной рядом... Здравствуйте. Да, здравствуйте. Со мной рядом Борисов Константин Афанасьевич. Он является сопредседателем общественного добровольческого штаба по борьбе с лесными пожарами. Вы знаете, в Якутии в этом году пожары, они очень сильно повлияли на самочувствие жителей республики, не только сел, но и городов, в частности Якутска. Но не только же нужно заниматься предупреждением и тушением пожаров, но и Константин Афанасьевич, у них сейчас большая работа, и вовлеченность, заинтересованность в развитии сельских территорий. Мы понимаем и знаем, что селами занимается, начиная от на высшем уровне руководства республики, есть соответствующие профильные министерства и ведомства республики, и также есть общественность, также, конечно, на уровне районных администраций, на уровне наследных администраций работа по развитию сельских территорий идет. Но мы сегодня поговорим в течение 1,5 часов о том, как же мы можем создать благоприятные условия. Примеры расскажем. С нами представитель Центра компетенции по вопросам формирования комфортной среды Лето Кадана Игнатьева. Она тоже расскажет то, как они разработали дизайн-код. Да? Кадана, я надеюсь, ты это осветишь тоже, что в Магарасе делается, и как можно в перспективе создать благоприятные условия через дизайн-код. Благоприятные условия вообще жизни, нахождения в
в сельской среде. Вот. Мы от себя расскажем сейчас про новую модель села очень кратко. И еще результаты проведенной дизайн-сессии, да, ну, вот семинар, практику мы провели для студентов, магистрантов и аспирантов Арктического государственного агротехнологического университета. И результаты тоже расскажем. То есть мы там пощупали, посмотрели, как видят развитие сел, какие можно условия создать для жизни и работы на селе. И об этом расскажет Денис Иванов, магистрант АГАТУ, тоже очень активный молодой человек, который уже в сельском хозяйстве занимается там разными направлениями, тоже, ну, части всей нашей работы. Вот. Рядом тоже Сандара Егорова тоже является частью, да, нашего сообщества новаторов. И мы в селе Магарас ведем большую работу, называется, ну, сейчас мы это видим как микрорайон села Магарас, а потом это может, ну, вырасти в поселение новаторов, а уже потом из этого поселения вырасти в микрополис. А микрополис – это населенный пункт абсолютно нового типа и формата. То есть достаточно комплексно, широко, обширно мы смотрим на сельскую территорию, в данном случае в селе Магарас. Вот. Давайте вот мы в первой части расскажем, своими соображениями поделимся, а потом уже подключитесь, да, каждый, кто хочет там взять реплику, захочет включить микрофон и поделиться своим мнением. С нами также здесь, ну, вот, представители, заместители главы горного района Сардана Степановна Стручкова. Вот тоже, я думаю, что она от себя тоже скажет. Вот. Ну, мы специально приглашение, письма разослали, с кем мы плотно работаем, и кто бы мог быть в дальнейшем вовлечен в ту работу, которую мы ведем в рамках новой модели села. Давайте, я тогда сейчас запускаю демонстрацию экрана. Вот, и потихонечку мы все это покажем, расскажем и потом обсудим. Видно, да? Ага. В общем, новая модель села, как я уже ранее сказал, была инициирована в точке кипения здесь. Представители села Дерень Чурапчинского района нашей республики поставили вопрос, а что же ждет села через 15, 20, а то и более лет? Каковы перспективы? Учитывая, конечно, сегодняшнюю проблематику, люди, ну, представители задумались, а именно это был глава села и также активный человек из села, который живет в городе Якутске. И мы начав искать ответ на этот вопрос, мы начали изучать, смотрели историю, изучали то, как наши современные якутские села, которые есть, они развивались, и начали думать, а что же дальше. В принципе, вы на слайде видите, да, проблематику. Мы связываем это с тем, что в период коллективизации села появились, потом совхоз, Советский Союз развалился, и остались на базе совхоза деревни, села, и вот они в виде таких поселков существуют. И это мы видим их застывшее состояние. Конечно, много всего делается, видны положительная динамика в части улучшения жизни, да, так или иначе на селе, но не во всех селах. Во многих, в частности арктических, либо отдаленных, к сожалению, социальная инфраструктура, она морально устарела, и там сложнее получать блага. Мы понимаем, что села, вопрос будущего села – это судьбоносный, стратегически важный вопрос. И нам нужно понять, вообще села будут или нет, или пусть они вымирают, как в центральной части, либо в европейских странах, либо мы должны придать новое дыхание, новую жизнь нашим селам. И мы подумали, что давайте разработаем новый путь развития села. Вот. Из проблематики мы видим, опять же, что коллапс проблем, и эти проблемы, люди, которые понимают тему технологического уклада, то в связи с переходом на новый технологический уклад, к сожалению, проблематика остается. То есть сейчас для того, чтобы накопленные эти проблемы решить, нужно искать новые подходы. Вот. Относительно позиционирования новой модели села, то мы
позиционируем это такую модель, которая адаптивна в зависимости от специфики населенного пункта. И это экосистемная модель, то есть та, которая делает так, чтобы село как единый организм был как единый организм существовал с точки зрения инфраструктуры, людей, с точки зрения объектов, которые там находятся. Все должно взаимодополнять: природа, экология и так далее. Ну и это очень такое компактное проживание на селе. То есть это, если мы видим результат в виде микрополиса, то это такой новый уклад жизни на территории, где очень компактно проживают люди, где новый тип занятости, быт, отдых, среда обитания. И целью новой модели села является перезагрузка сельского уклада жизни. Ну и, конечно, села – это сельское хозяйство. Мы считаем, что сельское хозяйство, оно является основой, сердцевиной, частью новой модели села, но она должна быть умной, технологичной, продуманной, очень такой эффективной и привлекательной для специалистов новых сфер деятельности, скажем так. Ну, чтобы не просто сельское хозяйство, животноводство и землепользование, растениеводство и так далее, а именно с точки зрения привлечения людей, которые и с точки зрения бизнеса могут развивать, и с точки зрения вообще условий, комфортных условий для труда, да? Условий труда для людей, которые работают в отраслях сельского хозяйства. Вот. И, конечно, мы понимаем то, что драйверами развития в этой модели села это в первую очередь селообразующие предприятия, это школа, дом культуры, причем они должны быть нового типа. Новые кадры, которые приезжают, которые заинтересованы там работать, местные сообщества, фермеры, предприниматели. И чтобы все это стало драйвером, нужно создать благоприятные условия, чтобы они были привлекательны, эти соцобъекты. И также кадры, они хотели, специалисты, приехать и там жить и работать. Вот. Есть пилотные села, их может быть больше, и уже на подходе есть. Мы обозначаем пилотными селами те, с которыми подписываем соглашение о сотрудничестве. Новая модель села, она состоит из из элементов, которые формируют село, которые формируют эту модель. И здесь, возможно, термины, которые здесь указаны, коворкинг, коливинг, экономика совместного потребления и прочее, это, возможно, не сразу понятно, но это то, что сейчас является очень таким трендовым в современном мире. Направления, по которым это село будет в новой модели, это промышленность, производство, человеческий капитал, природная жизнь, архитектура, культурная среда и туризм. По отдельным из этих направлений мы еще проведем мероприятия. Сегодня мы говорим больше про близкое к теме архитектуры и промышленность, производства. И что еще здесь важного? Для того, чтобы опробировать, мы через новую модель села хотим опробировать новые подходы и в землепользовании, и в землеустройстве, и в строительстве объектов, и в образовании, да? Во всех и других аспектах возможно применение новых подходов, но их нужно как-то опробировать. То есть то, что мы предлагаем, в итоге, на наш взгляд, очень эффективные, необходимые для нынешнего времени, они не могут быть внедрены, потому что есть некоторые такие ограничения и барьеры. Поэтому мы, как здесь написано на слайде, предлагаем создание специальных зон развития сельских территорий. То есть это экспериментальные зоны, где можно опробировать новый подход. Это что-то вроде ТСР, ТОР, вы это их знаете. Но ТСР, ТОР, они больше под бизнес, под производственников, под промышленность. А вот такая зона, специальная зона, она больше про людей, социум, общество и социальные эти аспекты развития территории. Есть проекты развития. Я сильно здесь не буду останавливаться, но они направлены связаны с современной архитектурой строительства, трансформацией домов культуры и библиотек, связаны с внедрением новых форматов образовательных учреждений, умное фермерство, сельское предпринимательство, сельский бизнес. Вот. И с чего начинается внедрение новой модели села? Создание сельского пространства развития сайды. Это сеть таких пространств, мы над ними работаем, уже 2 пространства есть, на подходе еще 2.
Если говорить про пилотное пространство, первое в селе Титабе Хангаласского улуса, то мы открыли его уже год назад, прошел год, 78 офлайн-онлайн мероприятий прошли. Они не ограничивались только масштабами одного села, либо района, где они находятся. Участвовали со всей республики, из других стран были. Вот, туда приезжали вживую и на мероприятия люди из Москвы, из Волгограда, из других городов и регионов. Ну и более 1000 человек приняли участие. За год какие достижения? Ну, да, много получилось вот, привлечь грантовых средств на реализацию, на создание этого пилотного пространства, значит, цифровизацию деятельности культурного центра. Также дизайн-код был разработан благодаря конкурсу управления архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха-Якутия. Также проект благотворительный запустился вместе мы сила. Школа программирования для детей открылась. И все это вот в небольшом селе, где проживает 800 человек. Жители села зарегистрировали местную общественную организацию для развития села. Разработана стратегия развития села, да, которую еще нужно донести до людей, чтобы, ну, конечно, это большая работа. Вот, как бы одно дело разработать, другое дело, чтобы люди приняли во внимание. Вот, и дальше в этом году над этим мы работаем. Ну и вот эта местная общественная организация выиграла грант Илдархана, главы республики, на проведение мероприятий по поддержке гражданских инициатив. Вот, собственно, вот такие результаты. Поэтому после первого года здесь в селе Титабе начинается второй год работы пространства развития, и там уже совсем более серьезного качественного значения уровня будут мероприятия. Мы создаем микрорайоны сельские, современные, с единой концепцией строительства домов и зданий, и инфраструктура, чтобы была такая развитая, конечно, да, и условия благоприятные, комфортные для жизни и занятости людей. Полигон практик на базе потребительских кооперативов. Конечно, вот школа 2.0 пока мы не внедрили, но надеемся, что внедрим постепенно. И для чего все это делается? Постепенно мы должны выйти на уровень микрополиса. Микрополис это следующий этап, это село, это новый этап села, следующий. Да, были колхозы, совхозы, поселки, и поселки должны вечно инновационно, современно возникнуть. Это будет где-то 30-35 году. И что мы позиционируем под микрополисом? Микрополис – это населенный пункт абсолютно нового типа и формата. Оно очень автономно, оно самодостаточно, компактно, да, проживают люди с городским укладом жизни, вот, где человек здесь очень человекоориентированный. Да? Человек должен реализовать свой потенциал, свои таланты. И для нормальной жизни должны быть все условия в шаговой доступности, и все было очень удобно. И вот к этому мы идем. Через создание микрорайона в селе Магарас, поселения, который превратится в поселение, потом в микрополис. И это вот микрополис, это видение, это концепция, это в той или иной степени промежуточный результат развития села. Вот. И важно, чтобы те, кто занимается развитием сельских территорий, могли включиться так же, как те, кто будут создавать это все, если им это близко, если они в это верят. И также, скажем, реализаторы, да, всего этого. Наверное, вот так. Пока сейчас вот в логике сегодняшнего мероприятия, темы мероприятия, мы говорим про то, как вовлечь людей. Мы пока не визуализировали все это, но на картинке мы видим визуализацию другого проекта, близкого нам, и это наш ориентир. Мы ставим, конечно, задачу создать и мастер-план, визуализацию, но это постепенно. И вот примерно так выглядит. Сердцевиной всего этого является комплекс зданий, и вокруг жилой сектор, разные категории, типы домов, в зависимости от пожеланий и возможностей будущих жителей. Вот то, к чему мы хотим прийти. Перечень инфраструктуры тоже здесь прописан. В принципе, мы это давно продумывали. И это все необходимое, что должно быть
нормальном современном населенном пункте. И сердцевина является многофункциональный центр. Ага, посмотрим, там в сообщении вышло. Вот. И это вот все, что может в одном населенном пункте, рядом с селом. Это не будет так, что вот мы село взяли, как бы стерли все, да, и заново построили. Нет, это будет рядом, и потихонечку само село, где уже стоят 50-летиями дома, они тоже будут, ну, как-то вот находить новое дыхание. Мы еще подумаем, как. Социально-экономический эффект мы тоже понимаем. Конечно, люди, упор здесь на людей, на их возможности, с тем, чтобы они, ну, действительно в условиях 21 века смогли реализоваться на той территории, на той земле, где они живут, а именно вот, в данном случае в Якутии. Вот. Ну и мы видим, что так начнется прогрессивное развитие в целом вот в селах, в сельской местности, и села, они будут привлекательны для жизни больше, чем даже в городах. Вот село Магарас, кто не знает, где находится село, что себя село представляет, это населенный пункт от Якутска находится в 98 километрах по асфальтированной дороге по прямой. Это первое село от Якутска вот, в горном районе. Чуть больше 1000 человек проживает. Слева картина, вот, вид сверху села, и под территорию микрополиса выделена вот эта земля, 32 гектара, но мы сейчас в ближайшие 5 лет должны освоить 16 гектар, они здесь вот ЗУ-2, а в округе есть еще дополнительно территория. Вот так, если приблизить, то видно озеро. На территории, вот на этой территории есть летний коровник, Сайлык, да, бывший. Вот. Но мы хотим возродить это место. Вот. Фото местности, много раз выезжали, осматривали, изучали. Этапы создания здесь расписаны сильно не будем, но вот потом вопросы будут, вы можете задать, я вернусь к презентации, к слайдам. Ну и вот для того, чтобы появился микрополис, нужно создать поселение новаторов. Но чтобы поселение, как поселение, развилось с инфраструктурой минимальной, нам нужно начать с микрорайона. Микрорайон, вот мы примерно типовые дома обозначили, но это как бы как пример, с чего мы отталкиваемся, но возможно что-то попроще сделать. Вот наши рабочие выезды 29 сентября провели выезд, конечно, ну, мероприятий было много, это вот ключевые. Осмотрели территорию под этот микрорайон, с жителями поговорили, пообщались, рассказали о проводимой работе. Вот. Потом обсуждали у главы Наслега Бурна про дальнейшие шаги, как все можно развить, сделать. Вот. Ну и, собственно, сейчас мы идем к тому, чтобы определить минимальное количество людей, которые включатся. Они, в принципе, есть, но вот сейчас мы должны сделать границы земельных участков, размежевать все по-умному. И все это идет по линии КРДВ, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Мы с ними плотно работаем, и мы используем такие инструменты, как дальневосточный гектар, дальневосточная ипотека, подключение к электричеству за счет КРДВ федерального бюджета, дороги асфальтированы, ну, не асфальтированы, дороги пока вначале. Вот. Потом уже будем рассчитывать на котельную, а потом уже и дополнительную там инфраструктуру. Я надеюсь, что у нас это будет складываться и получится. Вот. Поэтому, ну, кому интересно, можете здесь тоже заявиться о том, что хотели бы с нами в этом проекте участвовать. Вот. Проект некоммерческий, каждый сам по мере возможности строит свои здания, дома, да. Вот. Но первые люди, 20-30 человек, мы должны вот именно, имея общие взгляды на жизнь и ценности и понимая, для чего все это делается, вот объединившись, мы должны создать либо товарищество, либо потребу общества. Да? Вот. И дальше работать. Если что, контакты здесь можете сохранить. В дальнейшем мы можем с вами вот коммуницировать. Но давайте продолжим. Собственно, та часть, которая связана с новой моделью села, она закончилась. Да? Вот мы
понимаем, что вот новую модель села взять и внедрить, это непросто. Почему? Потому что это очень комплексно, потому что не везде сразу понимают, не везде хватает человеческого капитала, конечно, и не хватает финансовых средств, но можно начать понемножечку. И там, где мы внедряем новую модель села, мы параллельно вот ведем два процесса. С одной стороны, это работа с действующей, селом, которое сейчас существует, чтобы там условия были благоприятны, приятно было находиться там. С другой стороны, новую территорию начинаем там, как бы осваивать, да? Вот. И очень важно, чтобы села, они стали привлекательны на первых порах даже тем, кто готов там жить и работать. Вот. Угу. Поэтому мы провели мероприятие, называется семинар-практикум. Сейчас вот вкратце я тоже включу. Вам, наверное, всем интересно, что же предлагают студенты, как они видят вот, село. Ну, не то чтобы село, а что там можно делать. И вот мы вчера провели мероприятие, сегодня хотим результаты показать. Я общими словами расскажу, как прошло мероприятие, а магистрант Денис, лидер студенческой молодежи из АГАТУ, расскажет результаты. В общем, здесь смотрите, какую мы проблему решаем для студентов. Для тех, кто проводит научные исследования, пишут дипломные работы, в том числе в виде стартапов вместо диплома. И есть проблематика, то есть на практике им негде результаты всей своей учебной, научной работы как-то вот применить на практике. И вот мы им говорим, рассказали про село Магарас и что вы можете там сделать, что там должно быть. Вот. И дальше мы привлекаем к реализации новой модели села, и мы считаем, что им это нужно. Вот. Ну, это гипотеза, да, а может и не нужно им вообще, может они вообще в городе хотят жить, а просто учатся, да, но тем не менее мы их просвещаем, прокачиваем. Образовательное мероприятие, семинар, участвовало 15 человек. Были еще и онлайн. Разделили участников на 3 группы и работали в формате World Cafe. Было 3 стола, 3 группы по таким темам, как современное сельское хозяйство, современная среда для жизни и сельский бизнес. И каждая группа, она вот поочередно подходила к этому столу и дополняла своими идеями или вот, дополняла предложенные идеи. Я хочу передать сейчас слово Денису Иванову. Денис, ты слышишь, да? Ты здесь? Да, здравствуйте, я здесь. Да, общими словами результаты расскажи вот по группам. Так, как и говорил ранее Иван, вчера у нас было 3 группы. Первая – это современное сельское хозяйство. Вот, и в этой области, так как студенты именно сельхозпрофессии, получается, именно в этой части они свои идеи рассказали. В первой группе было 6 идей, из них собственная как бы идея первой группы, это первые 3 идеи, потом уже последующие вторые группы тоже присоединились и добавили группы идей. Ну, в основном здесь связано именно с цифровизацией, получается, и плюс еще выведением новых сортов, плюс еще выведением новых пород именно сельскохозяйственных животных. И как бы основное как бы зацикливание именно идет именно к форме замкнутого цикла, именно по производственной деятельности, именно вот в части СХПК. Вот, теперь вторая группа, перейдем, получается. Вот, вторая группа – это современная среда, вот, и как, ну, почти 70% студентов, которые вчера присутствовали на данном мероприятии, были именно сел. Получается, именно по современной среде у них как бы возникали такие проблемы. Ну, они хотели видеть то, что у них в селах не имеется. Вот. Первая идея – это уже освещение фонарями.
но это простая инфраструктура. Вот даже у некоторых сел, оказывается, отопления нету, вот они хотят именно вот это добавить. Потом уже отчасти как бы они отходят от инфраструктуры, отходят именно по части бизнесу. Именно они видят, что туризм может как бы, скажем, быть тем ступенем, которое поможет улучшить среду в селе. Вот, и поэтому инфраструктуру и среду они подразумевают именно параллельно с туризмом. Вот, и что касается туризма, то, получается, тогда и будет освещение и асфальтированные дороги. Вот, и тем самым они как бы так и защитили. Вот. А теперь переходим к третьей группе. Так, здесь сельский бизнес. Вот. Тут, получается, идей очень много, так как эта деятельность намного ближе к их профессиям, так как вчера были студенты из экономического факультета, ветеринарной, инженерного факультета, вот, и каждый видит для себя именно свой проект, который хочет именно учебу окончить и поехать домой и реализовать данные идеи. Вот, тут идей было 9, начнем, просто перечислю. Первое – это хлебопекарня, вот, они думают, что это как бы такая большая проблема. Ну, здесь именно хлебопекарня именно затрагивает именно арктические улусы. Вот. Плюс еще завод по, получается, именно по изготовлению БАДов, сборе и продаже урожая. Это уже как бы они говорят о том, что они хотели бы сделать такую большую ярмарку, получается, объединив всех мелких производителей в одно большое русло, как бы, скидываются и открывают, получается, именно большую ярмарку или открывают магазин. Вот. И некоторые идеи были именно по переработке мебели, получается. Некоторые говорили про пчеловодство. Вот. И пчеловодство, как и вчера узнали, что сама Анджелина Джоли о данной проблеме и по всему миру говорила. Вот. И были идеи насчет организации доставки еды, как бы, и это следует о том, что в селе не хватает как бы разнообразия, вот, и поэтому как бы они в своем микрополисе хотят видеть именно, ну, как бы такие микропроизводства, хотя бы как бы они видели, что именно, например, по доставке суши будет заниматься одна семья, вторая будет заниматься именно по изготовлению пиццы, и они таким образом тоже из мелких производств, они как бы кооперацию делают, и получается одна доставка еды. Вот, и седьмая идея – это кооперация молока, цеха и пекарни. Вот, тут тоже они как бы подразумевают, что они хотели бы объединить всех личных подсобных хозяйств, все, получается, и свои собственные КПК, чтобы они построили на все село один цех по переработке как бы молока. И получается, вот, еще они хотят видеть бизнес-инкубатор. Вот, это подразумевает именно как бы коворкинг-центр, который именно делал Иван Степанов, получается, как это проект Сайды. Вот. И плюс еще мини-зоопарк они хотят видеть. Это как бы связано с туризмом, с агротуризмом. Вот. И получается, что как бы вчера дети, ну, студенты как бы в таком формате поучаствовали впервые. Для них это как бы, скажем, выход из зоны комфорта, но несмотря на это, они уже как бы все внимательно слушали и, получается, они друг друга высказали, свои идеи рассказали, и получается, что наша траектория верна, что нам необходимо именно в данные проекты подключать студентов уже со вторых курсов, когда они только начинают проходить первую практику, заканчивая до реализации научных а, идей и научных исследований именно в таких селах, заканчивая бизнесом. Вот. И у них как бы такое
коллективное мышление имеется. Вот, как и ранее говорили, что нужно объединять мелкие производства, чтобы в одно русло все как бы ложить и вместе все это реализовывать, продавать. Вот, так что, думаю, студенты готовы, но для конечного результата нам одного мероприятия недостаточно, нам необходимо проводить такие мероприятия хотя бы раз в неделю, ну, каждую неделю, и как бы необходимо собрать отдельную ядерную группу в АГАТУ, которая будет проводить такие мероприятия именно по такой методике среди студентов. Плюс еще можно пригласить именно не только АГАТУ, да, есть еще сельхозтехнику. Вот теперь мне интересно именно их мнение, их, получается, движение. Спасибо за внимание. Спасибо, Денис. Ну, друзья, вот, собственно, ну, вводная часть такая, да, сейчас мы еще послушаем про дизайн-код в селе Магарас. И смотрите, вот получается, да, что мы студентов АГАТУ начинаем вовлекать. Вот благоприятные условия для жизни, они для молодежи очень-очень важны. Наверное, первостепенно о них надо думать. Конечно, вот те, кто сейчас уже проживает, там, независимо от возраста, для них тоже важна среда, где села, да, как они живут, хочется ли им там дальше жить, либо вот дети, которые там растут, останутся или нет. И над этим, я думаю, что все думают, да, вот. И дальше мы вот будем вовлекать больше ребят, независимо от того, где они учатся на самом деле, да, не только АГАТУ, но и СБФУ, много факультетов, институтов, есть СПО, да, вот, надо с ними прорабатывать, и я думаю, что в интересах всех тех, кто живет в нашей республике, чтобы эти ребята хотели переехать в село, им хотелось там находиться, и для них были условия для комфортной жизни и работы. И давайте сейчас послушаем то, как пространство лета архитекторы разрабатывали дизайн-код и каким путем будет дальше развиваться село с точки зрения благоустройства, создания комфортной среды. Я передаю слово к Дане Игнатьевой, Центр компетенции «Лето». Так, всем добрый день. Если вкратце рассказать вообще, что такое дизайн-код и почему мы это делаем. Вообще проблема в безликих городах и селах – это проблема не только нашей страны, населенных пунктов, но и проблема наших сел и городов в Якутии. И поэтому мы начали разработку дизайн-кодов. Первый дизайн-код был разработан для Москвы. Сейчас мы переняли опыт центральных городов и начали делать по всей республике. И в прошлом году был разработан первый дизайн-код села, это для Бердикистях, горного улуса, который дал очень много положительных эффектов. Можете посмотреть, как было до и после игр Манчары в Бердикистях, и как там появились новый мост, новые общественные пространства, автобусные остановки, какие-то малые архитектурные формы, которые хорошо повлияли на облик и на настроение всех жителей села. После этого вот начали заказывать и многие другие села, и подключились еще и Магарас. И по части конкурса они в прошлом году попали в нашу программу, и мы заказали разработку у уроженки села, у архитектора молодого Айти Абрызгаловой. И в конце разработали такой хороший продукт, который можно уже сейчас взять и начать реализовывать. С проектом можете ознакомиться у нас в Инстаграме, там есть несколько... вот уже подключили, спасибо. В скором времени мы выложим у себя на сайте, чтобы полностью могли бы все это увидеть. Это огромный проект, включает в себя разработку брендирования территории, благоустройство, разработку малых архитектурных форм и решений по мастер-плану в целом села. Тут можете посмотреть какие-то архитектурные решения, и чтобы выявить все эти проектирования, необходимо делать огромное исследование. Разрабатывала Айта около полугода, и сейчас начинаем везде комплексно подходить к этому вопросу. Сейчас планируем с главой Магараса
финансирование, откуда взять, как реализовывать. Например, на той неделе с ним общались и решили вот в ПМИ отправить проект освещения. И если по освещению, то мы должны делать уже по стилю дизайн-кода. Ну, если это вкратце рассказать детально. Вот, и дизайн-код — это как проект правил, требований, рекомендаций, а не только вот каких-то информационных конструкций, рекламных информационных стендов, как обычно делает в центральных городах, но мы включаем туда очень много всего, как я рассказала, это разработка идентики, брендирование и архитектурных решений, и какие-то вот части от мастер-плана. Так, потому что в бюджете, конечно, малых сел, поселков, у них не так много денег, чтобы заказывать огромное количество проектов, они дорого стоят, поэтому мы включаем в дизайн-коде в нашем регионе очень много решений, которые могут уже сами реализовывать и жители, и предприниматели, и администрации могут участвовать во всех финансовых программах. Вот вкратце, если рассказать так. Так, Дана, спасибо большое. Друзья, рекомендую вам зайти в Инстаграм и найти страницу Центра компетенций «Лето» и посмотреть, что как делается. И действительно, вот ориентиром того, каким может быть село, облик села, это вот, дизайн-код. И вот для того, чтобы вот это все притворилось в жизнь, есть отдельные программы у республики, которыми ведают министерства и другие организации. Вот, например, программа поддержки местных инициатив. Минфин, скоро будет конкурс. Вот. Там можно привлечь, население может инициировать создание детской спортивной площадки, благоустройства, какие-то другие вещи, связанные с визуальным оформлением села. Вот. И также, другие вопросы еще решить, да, летний водопровод, освещение и прочее. Вот. Также есть программа «Комплексное развитие сельских территорий» Минсельхоз. Они тоже выделяют средства не только для сельхозпроизводителей и фермеров, но и также на отдельные объекты и здания. Есть то, чем занимается Дана и коллеги, формирование современной комфортной среды, тоже замечательная программа, общественное пространство создаются, скверы. Вот. И также еще есть программа «Движение добрых дел. Мои пути в 21 веке», где им занимается Минстрой, и где за счет этой программы, в принципе, можно строить объекты, да, серьезные, социального характера. И все это проект «Родные города и села». И об этом, в принципе, знают в администрациях районов и в администрациях наследников, но больше хотелось бы, чтобы больше люди понимали, откуда привлекать финансирование. И вот эти программы, они объединены в один проект, называется «Родные города и села». И в перспективе, я думаю, что и участники сейчас, и другие, они понимают, как можно создать благоприятные условия для жизни и работы. Есть существующие инструменты в виде таких программ, и не только. Давайте мы сейчас перейдем к обсуждению все-таки, как же сделать так, чтобы в селах, и что нужно сделать для того, чтобы в селах было интересно проживать, хотелось переехать. Вот. Я думаю, что сейчас мы по очереди выскажемся. Я сейчас хочу дать слово Константину Афанасьевичу. Мы уже, не в первый раз вот так обсуждаем, делимся мнениями, и экспертное, скажем, тоже мнение со стороны Константина Афанасьевича давайте послушаем. Добрый день, уважаемые участники. Да, я начну с того, что это лето было действительно очень огненным для всей республики, и поэтому, мы в начале пожарного периода создали общественный добровольческий штаб, где, собрались все
неравнодушные люди, вот, и, значит, помогали вместе с органами власти, с учреждениями, с предприятиями, которые тушили природные пожары, значит, ну, помогали тушить. То есть мы были на второй линии, и этим мы объединили массу людей, которые были в городе Якутске, муниципальные районы и населенные пункты под тушение тоже собрали своих неравнодушных людей. Ну и в целом получилось так, что народ сплотился, и, значит, только сотрудничество между обществом и органами власти дает более эффективный результат для достижения каких-либо результатов, в том числе вот по преодолению стихийных бедствий. Поэтому я благодарен тем людям, которые принимали непосредственное участие в тушении пожаров, ну а также, значит, органам исполнительной власти, учреждениям и предприятиям, которые всячески делали условия для того, чтобы добровольский народ был участником в тушении природных пожаров. Это первое. Второе, значит, раз мы говорим пожары и село, это уже касается сельских поселений, потому что села, они намного близки к лесу, к тайге, поэтому их отношение к природе, к обществу, к человеку, это очень актуально для современного общества. И имея именно те культуры, те, значит, направления, те компетенции, которые объединяют людей для сохранения экологии, для сохранения ценных вещей, для улучшения среды обитания, да, дает некий такой эффект для того, чтобы сделать мир прекрасным. Поэтому мне кажется, что именно вот изменение или трансформация деревень в новый облик – это как раз то, что нужно заниматься в сельских поселениях. И тут надо будет еще учитывать, если идти по такому пути, по такому пути надо идти, потому что веление времени, то тогда, значит, надо думать еще и об экономике, да? О локальной экономике, об экономике людей, да? Об экономике территории, вот, отдельно от глобальной экономики. Они немножко имеют разные направления, поэтому, значит, здесь, когда мы имеем, значит, большие расстояния в Республике Саха-Якутия, локальная экономика это как раз подходит для развития таких вот поселений. Далее, значит, вот Иван затронул, что это будет сплочение людей, которые объединяются под одну идею, то тогда, значит, надо иметь в виду, что надо создавать архив знаний. Его надо, значит, формировать, его надо хранить и передавать, обогащать теми знаниями, которые обладают сельские поселения. Не только Республики Саха-Якутия, но и сельских поселений всей территории Российской Федерации, возможно, даже иностранных, то есть зарубежных. Это очень полезно будет, и учитывать его именно так, чтобы похожими климатическими условиями территории развиваются, значит, не ущемляя среду обитания зверей, птиц, да, ну и людей. Вот, в том числе там ресурсов, ну, скажем, ну, рыб и так далее. Да. Вот. Далее я бы хотел, если мы говорим об экономике людей, да, то тогда, значит, уже затрагиваются те направления, которые уже касаются планирования
денежных средств, планирование ресурсов человеческих и планирование вообще вот, народонаселения в Республике Саха-Якутия, ну и, соответственно, значит, других вообще субъектов Российской Федерации, если они выберут этот путь развития. Да? И раз мы говорим планирование, то в локальной экономике как раз суть или отличие от глобальной экономики. В локальной экономике это изменить или делать экономику людей, да, рассчитываясь на муниципальные деньги и на деньги и ресурсы самих жителей этого населенного пункта. Я понимаю, что многие скажут, что это бесполезно, потому что нужно иметь какие-то дотации. Да, я не говорю, что дотации не должно быть. Они как раз и подпитывают для того, чтобы развиваться. Но надо, значит, здесь учитывать не только максимальное внедрение новых технологий. Если новые технологии, то тогда это уменьшение занятости людей. То тогда, значит, представьте себе, большая ферма построена, значит, по самым передовым технологиям, и там работает только один оператор, который следит за, значит, процессами, за экраном. Все, больше никого нету. Тогда, значит, занятость будет немножко ущемлена. Поэтому здесь тоже надо будет учитывать, чтобы выходить в локальной экономике даже в ноль, это уже норм. И тогда, оплачивая все заработные платы, социальные выплаты, ну и все привилегии, которые должен или может использовать житель того или иного населенного пункта, после всех этих выплат вот это предприятие выходит, если в ноль, это уже привлечение больших знаний и технологий. Этого уже в принципе достаточно. А там уже, если инфраструктура будет развита, то, значит, будет развито еще и развитие села, там, логистики, ну и других направлений экономики, да, обязательной экономики. Да. Ну и я бы хотел, чтобы при внедрении таких идей надо изучить всегда правовую базу, потому что все денежные движения, все внедрение новых технологий, всех других, значит, институтов, обязательно они идут под правовые основания. Поэтому изучение и внесение изменений дополнительных в существующие законы, нормативно-правовые акты, оно должно вести систематически. И это норма. Вот. Это значит, уже мы возвращаемся к тому, чтобы население может принять новый опыт, уже обучаться новым знаниям, чтобы как-то изменить и улучшить их жизнь в территориях, в своих территориях. Да. Далее, значит, немножко затронет, если глобальную экономику, то это всегда привлечение больших инвестиций, вкладываются большие инвестиции, естественно, там большие проценты, и народ, работая под эти инвестиции, всегда большой кусок будет отдаваться инвесторам. То есть таким образом наши люди могут уже, значит, развитие может идти медленно, а в локальной они быстро развиваются, потому что они вкладываются своими ресурсами, своими деньгами, своими знаниями. И если они даже выходят на ноль, это уже большой прогресс. После выплаты налогов, после оплаты заработной платы, социальных, ну и других хозяйственных нужд. Выходить ноль – это вообще идеальный вариант для всего. Так, еще я бы хотел немного затронуть вопросы. Нужно будет еще изучить опыт других стран, ну и других лидеров
этого направления есть такой Глеб Тюрин, который уже давно занимается этим направлением, и у него очень такие вот успешные направления. Поэтому я бы просил, чтобы изучить опыт Глеба Тюрина, с ним встречаться, общаться. Он достаточно открытый человек, и я могу сказать, что в Республике Саха-Якутия 2000 добрых дел, это как раз вот было вот, ну, как бы сгенерирована идея Глеба Тюрина нашим первым президентом. Вот. И таких идей у Тюрина очень много. Вот, и поэтому смотреть, изучать, генерировать те идеи, которые могут быть не прижились в других территориях, могут прижиться у нас. Все зависит от готовности людей к изменениям, а готовность зависит от образованности людей, да, от культуры их. Ну и в конце я бы хотел сказать, что такого развития сельских территорий, как новая модель, это уникальная вещь. И, скажем, есть еще и другие населенные пункты, которые могли бы тоже присоединиться к этому направлению и быть уже маяками развития на сельской территории. И подготовить именно глав муниципальных образований, людей общественного мнения, муниципальных образований, значит, на уровне поселения, на уровне районного, вот, и, значит, уже создавать другие институты развития, только имея полезные и подходящие институты развития, можно достигать быстрых результатов в развитии. В развитии не играет роль иметь там большие ресурсы ископаемого сырья или другого. Всегда решает в развитии наличие нужных и полезных институтов развития. Поэтому я бы хотел сказать, что в Республике Саха-Якутия создаются новые институты развития. Их надо будет поддерживать. И одним из институтов развития для развития сельских территорий могло бы стать вот индустрия будущего, а вот его подпитать именно теми средствами, которые могли бы они трансформировать села в новые поселения. У меня все. Спасибо. Да, спасибо, Константин Афанасьевич. Просили управлять камерой. Давайте продолжим. Друзья, есть ли у кого желание тоже поделиться своим мнением? Сейчас мы переходим к части обсуждения. Здесь у нас есть из Горного района заместитель главы, может, она хочет тоже высказаться. Сардана Степановна. Да, Иван, добрый день. Добрый день, коллеги, очень рада видеть вас. Ну, позвольте поделиться тоже своим мнением, опытом Горного района, да, в развитии вот сельских территорий. Я соглашусь со всеми участниками, что, ну, во-первых, надо, конечно же, заниматься покрытием базовых потребностей человека, да. Это прежде всего, ну, проблемы инфраструктуры. Да, слышим. Это кажется... К сожалению, в нашем всего вот вопросы... Слышно, да? Слышно, ага. Так, ну, получается, вот горный улус сейчас вот активно развивается, в том числе вот село Бердигистях, да? Но мы начали от чего? Вот отправной точкой было вот покрытие базовых потребностей жителей. Получается, мы начали прежде всего работу над улучшением инфраструктуры Бердигистяха, начали работу над освещением, над асфальтированием дорог, сейчас активно газифицируется это население, потом работа идет по водоснабжению населения.
Сейчас вот получается 100% населенные пункты горного района подключаются к оптоволоконной линии связи. И получается, вот когда покрываются все базовые потребности человек уже начинает думать над развитием. Почему в горном районе вот очень хорошо развивается село Бескёль? Конечно, вы все знаете, что этим летом там произошел очень крупный лесной пожар, но вот и это поселило образцовым поселением по выигрыванию грантов, по выигрыванию различных проектов регионального, федерального уровня, да, потому что в этом поселении впервые вот, ну, в Горном Улусе в первый раз туда вот пришел газ. Получается, там была комплексная такая застройка, очень много молодежи там было из-за этого. И получается, вот люди уже начали выезжать, работать вахтовым методом, молодые люди. Женщины уже не привязывались к дому, и, получается, у них уже открывались новые возможности для развития. Поэтому это село начало активно развиваться, и с этого села уже у нас началось развитие некоммерческих организаций. И сейчас, на данный момент, мы что имеем, да? У нас есть очень прекрасный вот районный центр село Бердигистях. Это очень, ну, горный район, вы сами знаете, молодой, энергичный район. Население у нас увеличивается, ожидаем еще прирост населения. Очень много приезжают из Вилюйской группы районов. Это все говорит о том, что у нас хорошо идет развитие всех аспектов жизни. И получается, социальная застройка тоже хорошо идет. В этом году вот квартальная застройка по переселению граждан из аварийного жилья, целая квартальная застройка идет. И также вот подспорьем послужило то, что мы использовали дизайн-код, да. Это получился очень хороший положительный опыт. Вот можно просто по отдельности сделать отопление, можно по отдельности сделать вот освещение, да, но все можно совместить, все можно притворить в жизнь, вот новые идеи, идентику и также вот инфраструктуру в проект дизайн-кода. И получается, у нас история эта получилась, и сейчас у нас имеется прекрасная набережная, прекрасный парк, стадион, вот малые архитектурные формы также есть общественные пространства, и все они имеют вот свой дизайн-код, единую вот архитектурную стилистику, что сразу же бросается в глаза и сразу делает вот сразу делает, как сказать, да, для молодежи притягательным наш районный центр. И почему бы не использовать вот этот положительный опыт в других населенных пунктах? Сейчас мы упор сделали на село Магарас, а потом дальше будем уже работать, ну, чтобы 100% все наши населенные пункты тоже сделали себе дизайн-код, и у всех была своя вот такая отличная идентика, и была развита инфраструктура, да. Вот когда вот покроем все базовые потребности, у нас уже придет развитие других направлений жизни. Будет и туризм, будет и бизнес, будет и, будут и другие различные проекты. Но в этом году, получается, вот в национальных проектах очень хорошо начали поддерживать эту тему, да, и получается, вот по финансированию, хочется сказать, не надо бояться, надо все возможности использовать. Мы активно участвуем в КРСТ, вот в программе комплексного развития сельских территорий, участвуем в ППМИ, участвуем также в привлечении грантовых средств. Открыли у себя вот пространство коллективного развития. Как раз-таки эта идея была, очень хорошая идея точки кипения была, вот Ивана Степанова, да, и в Центре духовности такое пространство открыли, где занимаются
У нас есть тоже программный директор, он сегодня присутствует, Семен Олегович Семенов. И получается, люди свободно на нейтральную территорию могут прийти, там, послушать семинары, лекции, могут там свободно работать. Но это по типу точки кипения, только сельский вариант. И получается, это не в администрации, а вот в центре духовности, поэтому такого барьера у людей нету, вот как заходишь, обычно у людей есть барьер, когда заходишь вот в орган государственной власти, да, поэтому вот в последние годы у нас увеличилось число участников в грантовых конкурсах, число победителей тоже увеличилось, и самое главное, вот, ну, власть на местах должна поддерживать такие идеи. У нас в бюджете как раз-таки предусмотрена муниципальная программа по поддержке вот НКО. Выделяем денежные средства именно на зарплату, на содержание специалистов, на содержание здания. Также мы предусматриваем средства на бухгалтерское сопровождение вот НКО. Поэтому получается, что эта история хорошо заходит для людей, да, и надо вот просто с властью надо вести переговоры, с властью, ну, власть и человек, они должны вместе идти. Власть должна слушать человека, она должна слушать население. И что ставит, какие проблемы ставит население, на самом деле, вот эти проблемы нужно прежде всего пытаться решать. И у нас такой, ну, не побоюсь этого слова, диалог хороший получился, да, в сфере вот гражданских инициатив. И Горный район в последнее время, ну, хорошо себя проявляет вот в грантовых конкурсах именно на уровне региона, на уровне федерации. Поэтому приглашаем другие районы. Мы всегда открыты к диалогу, всегда будем, ну, стараемся помогать нашим коллегам. Поэтому приглашаем к сотрудничеству. Приезжайте, посмотрите воочию. Можем поделиться положительным опытом. Спасибо. Спасибо, Сардана Степановна. Так, смотрите, ну да, действительно, Горный район один из передовых и примеров вообще развития сельской местности. И не зря, наверное, мы оказались в Магарасе с новой моделью села. И там происходят такие преобразования. И действительно, люди очень активны, да, с точки зрения гражданских инициатив. Некоммерческий сектор развивается, люди учатся писать проекты, защищать проекты, подавать заявки на привлечение грантовых средств, а за этим уже больше. То есть человек уже думает в логике проектной деятельности, может создать свой бизнес-проект, инвест-проекты, да, и я уверен, что в перспективе, уже вот как Сардана Степановна говорит, о том, что закрыв базовые потребности людей, можно вывести уже на более такой сложный новый уровень работы, да, и над этим надо, ну, все же постепенно происходит, постепенно, да, то есть, чтобы люди более стали, скажем так, воспринимать нововведения, были готовы работать к интеллектуальной такой деятельности, где нужно с бумагами работать, расчеты делать. Вот нужно, опять же, создавать для этого благоприятные условия. И пространство развития сайты по типу точки пения, на наш взгляд, тоже является таковым, и постепенно вот на этой площадке люди будут больше проектов рождать, будут больше качественных проектов делать, да, и подавать, и тем самым подавать на разные конкурсы, грантов и программы, где выдаются субсидии, и тем самым влиять на развитие села. Да. Вот. И очень важно, чтобы такие люди, они хотели жить в сельской местности, чтобы они не уезжали, а даже еще и другие приезжали, чтобы человек, который живет в условиях города, подумал, а в селе-то не хуже, а мне реализовать себя. Есть условия для моих детей в школу пойти, в детсад пойти, специалисты там оказались, чтобы качественные. То есть это такой эффект, когда одно за другим влияет, но при этом как бы, нужно на это все комплексно смотреть. Давайте следить за тем, что происходит в Горном районе, что в Бельбекстяхе, что и в небольшом селе Магарас,
Вот, мы открыты к диалогу и готовы делиться опытом. Предстоит очень много всего сделать. Вот. Давайте дальше продолжим. У нас время запланировано до 15:30. Кого-нибудь из участников, кто-нибудь есть, кто хочет сказать, высказаться, поделиться своими соображениями по теме мероприятия? Буквально вот 5 минут, потом еще здесь у нас Сандара Егорова тоже поделится мнением, почему человек из города, получивший образование еще и в Китае, поработавший в инвестпроектах, готов переехать в село, скажем так. Тоже интересно будет мнение услышать. Вот давайте из присутствующих, кто не участвовал, еще не высказался. Здравствуйте, а можно я скажу? Давайте, здравствуйте. А можете камеру включить, если это возможно? Нет, это невозможно, извините. Хорошо, давайте так. Меня зовут Ольга Горчакова. Я хотела бы начать с того, что мы являемся финалистами республиканского кадрового конкурса «Таланты Якутии». И у нас есть 2 факультета. Это развитие сельских территорий и развитие арктических территорий. Вот моя команда разрабатывает на сегодня вот по факультету развития сельских территорий проект по экологическому просвещению населения для детей школьного возраста, младших классов. И мне вот очень интересно, вот ваша модель села новая, да, и хотели бы, конечно, сотрудничать с вами. Также в рамках конкурса, естественно, есть временные рамки, и поэтому мы брали такой сейчас кусок из всего того, что мы хотели бы сделать. Это сейчас начальные классы, это дети, да, это просвещение. А так вообще в системном подходе это видение, конечно, вообще циклической экономики, разумного потребления и экологии в целом. Вот сегодня немножко про экологию не услышала, хотела бы узнать, насколько в модели села это включено, и можно ли включиться к вам. Да, Ольга, спасибо большое. Ну, смотрите, это здорово, что вы обозначили тему экологии и разумного потребления. Сразу скажу, что в этом году в точке пения мы объявили таким ключевой темой и повесткой тему, связанную с, называется экология и разумное потребление. Поэтому мы здесь с вами на эту тему еще готовы говорить, и ближе к концу этого месяца, предварительно 28 октября, мы проведем тоже некое такое обсуждение, куда мы пригласим представителей организаций и сообществ, которые озадачены вопросами экологии, в том числе еще и ученых позовем, и вместе обговорим, подумаем, да, как мы можем в этом плане и сотрудничать, и что-то полезное нужно сделать для и вашего проекта, ну и в целом для сел. Конечно, села, они должны быть экологичными. Вообще, там, где человек живет, экология должна быть качественная. Вот. И в сельской местности в рамках новой модели села мы обозначаем, что экология – это часть, да, так же, как и здоровый образ жизни, также и разумное потребление. То есть там все-таки вот за счет того, что мы умно, очень продуманно подходим к созданию среды жизни, среды обитания, да, мы выводим, вот наша гипотеза, мы сможем вывести людей, социум, общество на новый такой осознанный образ жизни, на сознательность, да, и большее количество людей за счет этого смогут, задумываться о высоких таких материях. Поэтому, да, это все является частью новой модели села. Можно я немножко добавлю по экологии? Ольга Горчакова. Ольга, вот у меня такая еще информация. Мы 16-го проведем после обеда с 2 до 4, ну, примерно так проведем круглый стол. Он будет тоже проведен в точке кипения. Как раз вот штаб, добровольческий штаб, он будет в том числе еще и заниматься экологией. То есть
Штаб отдельно, значит, будет заниматься стихийными бедствиями, а другая, значит, он отходится и будет заниматься экологией. Потому что вопрос экологии, когда мы встречались с Айсеном Сергеевичем и Алексеем Ильичем Еремеевым, да, вот, председатель Тумен и наш Илгархан, как раз там были подняты вопросы по экологии и экологическому воспитанию. Поэтому я бы просил, если это не сложно, то обменяться контактами, это раз, и, значит, говорить, уже проговаривать те проекты, которые у вас есть. Я уверен, что они очень интересные и полезны для нашей республики. Да. Ну и принять участие вот 16 числа. Мы ссылку вам отправим. Ну и в конце вот то, что анонсировал Иван Суханов, да, Иван, он вот где-то в конце этого месяца, да, там уже тоже будет площадка по вопросам экологии. Да, спасибо большое. Да, я приму участие и хотела бы дополнить то, что наши проекты, они действительно уникальны, и для нашей республики, как раз с учетом специфики региона, также они уже на стадии апробации, поэтому мы с удовольствием с вами еще свяжемся и выйдем. Спасибо. Если можно, вы запишите мой телефон 731-139, старый МТС. Так, 731. 139. Хорошо, записала. Старый МТС. Да, Ольга, смотрите, ну и к сведению других участников, наши мероприятия, которые проходят в точке прения, мы размещаем на Лидер ID, это цифровая платформа, да, Лидер ID.ru, там можно сидеть, а также на странице в Инстаграме tk.якутск. То есть, если вдруг вот мы здесь анонсировали, вы не знаете, как узнать, как попасть, то следите там, то есть время от времени там уже информацию выложим. Да, я участник Лидер ID, я слежу за вами. Спасибо. Ну, давайте, если кто-то очень хочет что-то сказать, пришло в голову, ну, мысль, да, либо вопрос, то вы можете задать. Если нет, то мы сейчас передадим слово Сандаре Егоровой, а потом уже завершим. Есть ли желающие? Нет желающих, да? Ну, хорошо. Друзья, давайте сейчас тогда вот Сандара поделится о том, почему ей интересно участвовать в проекте по новой модели села, по созданию микрорайона и почему она хочет переехать в сельскую местность, скажем так, да? Давайте, Сандара. Всем добрый день, меня зовут Сандара. Я скажу мало, не люблю много говорить. Во-первых, я рада, что сегодня нас уже стало много. Я с Иваном знакома уже давно. Эта идея у него уже сидит давно. Когда-то была презентация, меня сразу это привлекло. Да, действительно, я училась, жила в Китае, и у меня сейчас есть желание переехать именно в сельскую местность. С горным районом я познакомилась 2 года назад. Первый раз был туда выезд, и я вижу, как вы развиваетесь. И мне очень импонирует, что выбран Магарас. Он очень близко стоит от столицы, дорога очень хорошая, его даже можно потом использовать как дачу, наверное. Почему мне нравится эта идея, Ивана? И почему мне нравится это движение, и почему я хочу там быть? К сожалению, как я вижу, в нашей республике все центральные, то есть центры, где строились рабочие города, они, к сожалению, идут на вымирание. В Якутии, так сказать, на будущее с экономического плана, мне кажется, она вот уже вымирает, и нам пора уже что-то делать. В плане бизнеса, как людям зарабатывать деньги, я тоже думаю, что нужно выходить на новый формат. Это объединение, командообразование, общество, сообщество, что пришло в идею в голову Ивана. Иначе в одиночку мы, наверное, уже никак. Если эта идея с Магарасом получится,
то я очень надеюсь, что это будет каким-то примером, чтобы вся республика начала уже вести новую жизнь в селах. Чтобы мы построили какой-то фундамент для наших детей, в будущем, даже для внуков, чтобы они отсюда не уезжали, они тут оставались, здесь работали. Сейчас, к сожалению, печальная статистика, что очень многие уезжают в федеральные города, потому что там есть именно вот центр, где создаются рабочие города, где есть работа. И нам надо объединяться и создавать здесь, в Якутии. Спасибо. Все. Да, спасибо, Сандара. Очень приятно, тут с двух сторон люди поддерживают. Я их не просил специально об этом сказать, там, но тем не менее я слышу приятные слова. Это действительно каждому, наверное, приятно слышать. Да? И здорово, что вот то, что мы делаем, как новая модель села, это же инициатива снизу. Мы подхватили это все снизу, да, то есть люди пришли сюда в точке пения. Они обратились к тем, кто мог бы на эту тему подумать. А те, кто послушали их, подумали, а почему бы и нет, это действительно интересно. И тут сходятся видения многих людей, разных людей. И каждый, кто участвует, вот, и там, представители разных... Я могу добавить, да? Сейчас вот каждый раз, когда идут такие мероприятия онлайн, слушай, как бы вас тоже привлекает, и как-то вот надо маленькую команду собрать, и креативно всем подумать и уже начать как-то действовать. То есть, ну, на этот проект, наверное, не все будут участвовать. Кому только интересно. И вот действительно надо уже общее видение должно быть и общие цели команду создать, да, Сильвию? Да. Ну, вот потом девушка. Ну да, это в первую очередь сообщество людей, независимо от сфер деятельности, независимо от должности, скажем так. И здесь это формат сообществ. Будущее за сообществами. Мы в точке пения не зря как бы работаем, и по всей России, когда точки пения создаются, они в первую очередь заточены под формирование сообществ, под их развитие, поддержку их инициатив. И вот я говорю, что нам очень хотелось бы, чтобы больше населенных пунктов узнало, больше районов узнало о такой практике, и тогда и больше активности будет со стороны людей, больше интересных проектов, больше таких проектов, которые делают жизнь на местах лучше. Вот. И сейчас времена такие, время само по себе такое, что нужны новые форматы, и нужно на ту или иную ситуацию, проблему смотреть с какой-то, ну, вот, другой стороны, с разных ракурсов, скажем. И сегодня то, что мы говорим про новую модель села, конечно, это не то, что вот все вот только так должно быть, то есть это, в принципе, является неким таким примером, кейсом того, как можно развить села. Проектов мы видим и слышим много становится, но вот концептуально, с точки зрения прогнозирования на будущее, с точки зрения понимания того, что может произойти, если не задуматься об этом заранее, а именно с нашими селами, ну, как бы непонятно, да, то есть если мы имеем видение и задумываемся далеко вперед, там, на 15-30 лет, а может и 100 лет, как, допустим, столетний план развития Якутии, то я думаю, что шансы есть ну, для того, чтобы преобразование в селах происходило. Конечно, сел много, их больше 500 по всей республике, но выживут, наверное, как бы не все, да? Не все села, потому что как бы социально-экономическая ситуация зависит от того, насколько достаточно средств имеется в бюджете. В местном бюджете, в районном бюджете, республиканском бюджете, федеральном бюджете, ну, средства не ограничены. И здесь нужно подключать в первую очередь те ресурсы в виде талантов людей, энергии людей, идей этих, ну, людей, которые живут на той или иной территории. Только от этого будет зависеть будущее сел, сельских территорий. Вот. И важно, чтобы были условия, чтобы люди там могли приехать жить, могли там работать, могли там самореализовываться,
Поэтому очень важно создать такую благоприятную среду для жизни, работы. Вот. Ага. Ну, я думаю, что надо завершать. Друзья, мы очень хорошо поговорили. Хотелось бы выразить благодарность всем, кто присоединился, кому было интересно. Мы действительно знаем, что многое делается как на уровне государства, так и на уровне нашей республики Якутии, так и на уровне районов и наследов, но объединившись за счет синергии разных секторов государства, бизнеса и общества, а также медиа, мы можем действительно видеть такие интересные результаты. Вот, и новая модель села про это. Вот. В дальнейшем мы проведем еще другие мероприятия по темам, связанным с новой моделью села, и тоже вас ждем, вас приглашаем. Вот. Ну и кому интересно внедрить это все, реализовать у себя такую модель или отдельные ее части, то мы приглашаем к сотрудничеству. Пишите нам вот по указанным номерам, сейчас в конце покажу. И один момент хочу сказать о том, что 15 октября состоится мероприятие, которое называется создание сети сельских пространств развития Сайды. Это формат точки пения, но только для сельской местности, где мы расскажем, как создаются эти пространства, какие уже успехи есть у первого села, пилотного села, новой модели села, да, ТТБ, где уже год работает такое пространство, как Сайды. И мы вас приглашаем, там мы более подробно расскажем, как вот этот инструмент, сельское пространство Сайды, можно создать у себя. Вот. Спасибо за ваши комментарии. Сейчас важно, чтобы это как-то все сохранилось. Да, пишут, все вы партнеры друг другу. С таким отношением мы сможем улучшить жизнь на селе. Спасибо большое, Сардана. Ага. Про презентацию просят отправить. Хорошо. Это результат двухгодовой работы, интеллектуальной деятельности, поэтому просим ценить результаты этой работы. Вот. Пишут, что идея класс, молодцы, интересная идея, спасибо большое, количество в качество. Порадовала визуализация микрополиса, знаю, есть пример Центральной России, Доброград, там есть жилой кластер туристический с большой зоной отдыха, развитой инфраструктурой. Побывала там в этом году, хочу там жить, было бы здорово, чтобы в Якутии такое поселение появилось, и оно притянуло бы много молодых людей, семей с детьми. Вот. Единомышленники пишут, да, что, видимо, да, мы как все единомышленники. Ага. Вот, собственно, такие комментарии, замечательно, спасибо большое. Запись этого мероприятия есть в Ютубе. Вот если нужно, вы можете поделиться со своими коллегами, либо если надо, вернуться, посмотреть, открыть, вот, пересмотреть. Спасибо большое всем. Желаем, чтобы благоприятные условия для жизни и работы на селе появлялись там, где действительно люди хотят такую среду создать. Спасибо. До свидания. До новых встреч.